Дело в том, что если вы воспринимаете неудачу просто как опыт, это не совсем верно. То есть тогда получается, что опытный человек – это неудача. Да? Нам бы хотелось, чтобы вы воспринимали неудачу несколько иначе, как обратную связь, которая говорит о том, что вы двигаетесь не в том направлении, или, может быть, делаете не совсем те действия. Да? Давайте посмотрим на простом примере. Допустим, ходил кто-нибудь в лес за грибами хоть раз? Вот, супер. Вы поймете, о чем я говорю, остальные представят. Итак, что мы делаем? Мы идем в лес за грибами, у нас есть некая цель. Какая может быть цель, когда мы идем в лес за грибами? Набрать грибов сколько? Полную корзинку, да? То есть одна цель. Другая цель какая-нибудь может быть еще? Подышать свежим воздухом, например, сколько часов? Часа 4-5. Ну, давайте возьмем два примера. Да? Вот мы пошли в лес за грибами, и вот на этой схеме мы сейчас попробуем разобрать. Так мы заходим в лес, начинаем собирать грибы, пособирали, дальше, собственно говоря, вот мы делали какие-то действия, да? У нас было желание набрать полную корзину грибов, мы поставили себе цель, конкретную, четкую, да? Почему говорил, сколько грибов набрать? Да? Хорошо, поставили. Дальше смотрим. Операцию сравнения производим. Смотрим в корзинку неполная. Что делаем дальше? Возвращаемся к тем же действиям и совершаем их снова и снова. И опять делаем операцию сравнения. Сравниваем постоянно. Полная корзинка, неполная. Полная, неполная. Так вот, как раз этот принцип хорошо показывает. Либо, когда мы говорим о времени погулять на 5 часов, да? То есть мы гуляем, потом делаем операцию сравнения. 2 часа гулял, это не 5. Еще 3 часа гуляем. 4 погулял, 4 это не 5. Еще часик гуляем. 5 дошло, все, выход из цикла, цель достигнута. Это система самонаведения на цель. То есть как только вы что-то делаете, как только вы куда-то двигаетесь, вы постоянно производите операцию сравнения. Дошли, не дошли, получили, не получили. И если вы ткнулись где-то носом, то это не означает, что это неудача. Это всего лишь сигнал о том, что вы не туда пошли, не в ту стенку уперлись. Можно поменять направление, либо прыгнуть повыше. А вдруг там виднее. Вот эта система позволяет вам воспринимать неудачи как обратную связь. Вот неудач просто нет. Есть только обратная связь, которая дает возможность оценить, а в том ли направлении мы движемся. А сделаны ли уже те усилия, которые должны были быть сделаны. Простая операция цикла. И вы из цикла выходите только тогда, когда цель достигнута. На простом житейском примере я люблю дедушку Фрейда. Про это и про то. Подходит парень к девушке и говорит, уже не пора ли нам слиться в экстазе? Она говорит, нет. Дальше, если он полный кретин и воспринял это как отказ и как неудачу, то он пойдет, сядет в уголочек, будет горько плакать, как Буратино, и причитать, никто меня не любит, ай-яй. Нормальный мужик пойдет, найдет бокальчик вина, то есть делать некоторые другие действия, снова подойдет, скажет чин-чин, не пора ли нам уже слиться в экстазе? Она говорит, нет, еще не пора. Окей. Когда он снова делает новый заход, нормальный мужик делает новый заход. С другим бокалом, там уже не мартини, там уже водка. То есть мартини выпили, все нормально, не помогло. Поменял действие, приносит водочки уже, говорит, чин-чин, не пора ли нам слиться в экстазе? Она говорит, нет, еще не пора. Мужик понимает, пора за коньяк переходить. Пошел, долил коньячка, подходит, она говорит, мужчина, я уже такая, какая вам надо. Это к вопросу о том, как добиваться своей цели. Важно просто не останавливаться, а предпринимать определенные действия раз за разом. Может быть, корректировать их, может быть, предпринимать что-то другое, но что-то надо предпринимать. И постоянно двигаться к своей цели. Сделали шаг, посмотрели, к цели идем, не к цели. Нет, значит, надо корректировать действия. Вик правильно сказала, мы постоянно держим в этом случае свою цель в поле зрения. И постоянно проверяем свои действия на соответствие достижения целей. Тогда неудач просто нет. Это всего лишь одна информация маленькая о том, что мы куда-то не туда пошли. И надо поменять действие, либо направление, либо количество действий. У нас
бывает. Взял трубку телефона, позвонил, я там сказал: здравствуйте, я консультант компании «Резонанс». Пошел на это с Новым годом, спасибо. Больше, я бросаю трубку телефона, говорит: все, блин, не буду больше никогда этим заниматься, а пошло все четко, никто никогда ничего не покупает, никто не назначает встречи. Вспоминаете, как учились ходить? Помните, как ходили? Нет, не помните уже? Сейчас напомню. Когда вы ползали, там большие люди были, они ходили уже. Такие волшебники большие. Они уже камеры не смотрели, думали: тоже хочу. Что делали? Раз да что-нибудь. На негнущихся ногах пытались сделать 2 шага. Что получалось потом? Бац, носом вниз. Именно в этот момент, я так понимаю, большинство из вас решило: а ну его нафиг, проползаю всю оставшуюся жизнь. Не было такого. Что-то как-то все ходят. Это то же самое. Это то же самое. Надо просто, вы все равно так или иначе опять вставали, опять падали носом вниз, ревели, но опять вставали. Иначе мы бы тут ползали половиночку. Вот эта система позволяет понять простую вещь. Неудач не бывает. В природе их просто нет. Их нет. Есть только обратная связь, которая говорит о том, что нужно сделать еще одно усилие. Нужно сделать еще один шаг. Нужно срезать еще один гриб. Нужно в конце концов найти тот коньяк, который сделает ее такой, какой тебе надо. Правильно? Возьмите это на вооружение.